Вражеским солдатам удалось прорваться к железнодорожному вокзалу города. У вокзала 14 дней шли жестокие бои. Бойцы батальона старшего лейтенанта Федосеева стояли насмерть, отбивая все новые и новые атаки врага. Наше командование держало связь с батальоном Федосеева, сначала по телефону, когда фашисты обнаружили вокзал, то по рации. Но вот Федосеев не стал отвечать на позывы штаба. Целый день вызывали его, а он молчит. Решили, что все бойцы батальона погибли. Настало утро, и над разбитой крышей одного из домов увидели, развивается красное знамя, значит, живы федосеевцы продолжают биться с врагом. Командующий армией генерал Чулков велел доставить приказ старшему лейтенанту Федосееву, чтобы он с бойцами отошел на новые позиции. Послали сержанта Смирнова. Подобрался сержант кое-как до развалин вокзала и узнал, что от батальона осталось всего 10 человек. Погиб и командир, старший лейтенант Федосеев. Спрашивает связной, что молчите, почему не отвечаете на позывы штаба? Оказалось, что снарядом разбила рацию, убила радиста. Стали бойцы дожидаться ночи, чтобы отойти на новые позиции, а в это время фашисты снова начали атаку. Впереди танки, а за ним автоматчики. Легли федосеевцы в развалинах, ждут. Вражеские солдаты наступают все ближе и ближе. Федосеевцы молчат. Решили гитлеровцы, что бойцы все наши погибли. И поднялись во весь рост, устремились к вокзалу. «Огонь!» — раздалась команда. Растащили автоматы и пулеметы. В танки полетели бутылки с горючей смесью. Загорелся один танк. Забуксовал другой. Остановился третий. Назад повернул четвертый, а за ним и фашистские автоматчики. Воспользовавшись паникой противника, бойцы сняли пробитое осколками знамя и подвалами пошли к своим на новые позиции. Дорого заплатили фашисты за вокзал.